А сегодня я вам расскажу, сложно ли вести прямой эфир. Для начала покажу вам свою студию. Здесь у нас 7 камер. Начинается прямой эфир, который смотрит вся страна. Экстренный вызов открывает информационный час на РЕН-ТВ. И начинаем кадрами серьезной аварии из Забайкальского края. На протяжении всего выпуска я через ухо поддерживаю связь со своими шеф-редактором и режиссером, которые сидят в аппаратке. Режиссер подсказывает, на какую камеру смотреть, какая точка у нас будет следующей. Именно он подсказывает мне, когда начинать говорить. Второй мотор. В кадре. Жители Новосибирска стали свидетелями эпичной погони за «Жигулями» без крыши. И когда пора переходить на другую камеру. Актера Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченный штраф. Подробности этой абсурдной истории далее в выпуске. И кроме того покажем, как бьюти-блогер с многомиллионными долгами спряталась от правосудия за границей и продолжает зарабатывать на россиянках. Шеф-редактор подсказывает, сколько времени осталось до конца выпуска, какие новости поменялись, что добавилось. Может быть, нужно ускориться. Плюс 9 у нас. Пожар вспыхнул в квартире на 13-м этаже высотки в Москве. Или, наоборот, замедлиться. Экстренный вызов. Всегда на вашей стороне. И получается, когда вы смотрите новости, я в этот момент стою, говорю, читаю свой текст, слушаю команды режиссера и шеф-редактора, параллельно подсматриваю за собой с помощью вот этих телевизоров, параллельно осознаю, что вообще происходит. А вдруг слетит суфлер, я должна быть готова к тому, чтобы в любой момент подхватить свою мысль. И, естественно, мне нужно встать в красивую позу, в нужное место и в нужный момент. Люблю делу своих приятелей. В начале ноября подожгли летние шкафы на одном из переходов, однако добиться цели не удалось. Вместо встречи с судимой и вместе с решеткой всю свою молодость. А теперь предлагаю вам ответить в комментариях на вопрос, сложно ли вести прямой эфир. Напоминаю, кстати, что я это делаю на 12-сантиметровых шпильках, стоя все 30 минут.